Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В республике завершается неделя Института коррекционной педагогики «Детство равных возможностей». О фундаментальных и прикладных исследованиях в сфере коррекционной педагогики и дефектологии мы сегодня поговорим с гостьей студии Дарьей Карповой, заместителем директора по экспериментальной работе и дополнительному образованию Федерального научного учреждения Институт коррекционной педагогики. Дарья Андреевна, здравствуйте. Здравствуйте. Недавно Институту коррекционной педагогики исполнилось 100 лет. Это большой возраст, солидный. Это, наверное, и знания, и опыт, и возможности. Что сейчас делает институт и каковы его основные направления? Действительно, институту 100 лет. По сути, мы флагман специального образования, дефектологического образования. Это совершенно уникальное направление деятельности, которое свойственно только для постсоветского пространства, для Советского Союза, и мы храним традиции. У истоков дефектологии стоят такие специалисты, как Всеволод Петрович Кащенко, Лев Семенович Выгодский. И, конечно, научная школа, которую мы сохраняем, является продолжателями этой традиции. Если говорить про актуальные направления деятельности сегодня, то так как мы являемся прямым подведомственным учреждением Министерства просвещения Российской Федерации, то это основной государственный заказ, реализация государственной политики, в том числе реализация национального проекта образования по направлениям, касающимся особых детей, их образования школьного, сопровождения их семей. Ну и непосредственно основная деятельность – это фундаментальные прикладные исследования, которые касаются разработки инструментов помощи, сопровождения специалистов, семей. Кроме того, это оценка обучения особых детей как в массовых учреждениях, так и в специализированных. Направлений деятельности очень много, и отдельно это, конечно, сотрудничество с регионами. То есть здесь мы говорим о детях, у которых есть, например, задержки в развитии и об инклюзивном образовании в том числе. Да, мы условно разделяем инклюзивное образование и специальное образование, но от этого особые образовательные потребности детей не меняются. Вопрос лишь изменения среды, в которой они будут учиться. И в этом случае инклюзию организовать, пожалуй, сложнее, потому что специальное образование – это определенные методы приема работы. В таком случае я очень удивлена, потому что, мне кажется, еще лет 30 назад тема особых детей была отчасти табуирована. Многие родители не хотели об этом говорить и, ну, что называется, выносить из избы. А сейчас об этом говорить не стесняются. Ситуации разные, но да, безусловно, сейчас в связи с развитием такой информационной открытости и изменением отношения общества к этим детям, меняются формы организации их обучения, родительское сообщество становится более активным, активнее поднимаются проблемы. И надо сказать, что вообще форма взаимодействия общества и государственной власти – это достаточно интересно, потому что некоммерческие организации, частные организации, которые выступают в социальной инициативе, это тоже определенный драйвер развития системы. Давайте поговорим о неделе детства равных возможностей. Вы работаете активно с регионами по этому проекту уже пару лет. Что конкретно вы предлагаете и какую отдачу ожидаете от регионов? В первую очередь этот проект планировался и задумывался как мероприятие, направленное на привлечение внимания к системе образования, к тому, насколько это открытая история. Также тут надо сказать, что каждый раз здесь нет универсального решения. Каждый раз это адресная история. Потому что в нашей огромной стране каждый субъект Российской Федерации имеет свою специфику, начиная с географических, этнических особенностей, заканчивая экономической ситуацией. Поэтому результатами недели, помимо того, что это привлечение внимания и повышение престижа профессии и отрасли в целом, поддержка специалистов на местах, какие-либо научно-методические консультации, обучающие мероприятия, взаимодействие с родителями. Это также еще и определение дальнейших направлений сотрудничества с региональными органами исполнительной власти в сфере образования и такое проектирование модели научного, методического сопровождения в регионе для того, чтобы качество образования и совершенствование системы проходило более интенсивно. Но в этом же моменте не каждый педагог может стать педагогом-дефектологом только потому, что это сложно, это гораздо большая ответственность, чем быть учителем, например, начальных классов. Вот в этом случае как можно поднять престиж профессии?
Знаете, здесь есть, безусловно, колоссальный кадровый дефицит, потому что такая специальность, как дефектолог, претерпевает сейчас не самые простые времена. И этому уделяется особое внимание, в том числе на уровне правительства Российской Федерации. Есть специализированные программы поддержки этих специалистов. И общаясь с вашим заместителем министра, мы тоже этот вопрос поднимали, что, наверное, имеет смысл сделать определенную поддержку для подготовки таких кадров. Если говорить об ответственности, наверное, вообще деятельность педагога – это всегда ответственно. Просто у дефектолога нет права на ошибку, потому что у наших детей есть только здесь и сейчас, и мы не имеем возможности терять время, которое для них актуально. Но, тем не менее, так как все больше и больше разворачивается система инклюзивного образования, специалисты массовых школ, общеобразовательных школ все равно вынуждены погружаться в эту проблему и какими-то методами, подходами и приемами овладевают успешно, потому что дефектологов на тот объем особых детей в любом случае не хватит, потому что особый ребенок – это не всегда тяжелый ребенок. Это может быть ребенок, которому нужно чуть больше времени или немножко другие методы и приемы. Например, слабовидящий ребенок может успешно обучаться в массовой школе. Для этого просто педагогу необходимо понимать его специфику, особенности его развития и те специфические нюансы организации его образовательной деятельности, которые ему нужны. Дарья Андреевна, а с нашими специализированными школами в Якутске вы ознакомились? Да, нам очень понравилось с коллегами то, что мы увидели. У вас замечательные коррекционные школы, у вас высокий профессионализм команды специалистов, которые работают. Есть замечательное взаимодействие на уровне всей системы. Коллеги общаются между собой, обмениваются опытом. Их сопровождает региональная власть, Институт развития образования, ППМС-центры. То есть система выстроена, это производит впечатление, и нам бы очень хотелось в дальнейшем продолжить сотрудничество с регионом уже в части наполнения методической копилки. То есть, получается, это будет одним из основных направлений сотрудничества? Да, наверное, будет определяться более детальная дорожная карта, но сопровождение специалистов региональных мы готовы будем предложить, если это будет поддержано на уровне региона. Но ведь исследования по дефектологии в плане прикладной науки и фундаментальной не прекращаются. Да, они идут, активно идут. Основное направление фундаментальных научных исследований для нас сейчас приоритетное – это понимание особого детства, так называемая феноменология детей, варианты их развития и проектирование в зависимости от вариантов развития тех спецусловий, которые им требуются. Причем это актуально на всех уровнях образования, как в дошкольном, так и в школьном, так и после завершения школьного обучения, будь то среднее профессиональное или высшее образование. Нельзя забывать и про систему ранней помощи, которая в вашем регионе вообще активно развивалась в логике взаимодействия с Институтом коррекционной педагогики. Коллеги проектировали здесь эту среду, работали и с Министерством образования, и с Министерством социальной защиты. Была мощнейшая поддержка, и у вас совершенно уникальные методы и подходы в этой области, которые уже за много лет себя оправдали, доказали свою эффективность. Поэтому сейчас, да, мы просто начинаем чуть шире рассматривать логику взаимодействия. Получается, уникальность методических программ – это то, в основе чего лежит региональный компонент. В том числе, потому что наука без практики жить не может, так же, как и практика без науки. Поэтому действительно вот такие форматы взаимодействия регионального, они позволяют какие-то моменты уточнить, детализировать, на качественно ином уровне подойти к той логике работы, которая была бы наиболее эффективной. А есть ли что-то, чему наши якутские педагоги могут поучиться у федерального центра? Или, напротив, чему может Якутия научить федеральных коллег? У вас действительно есть совершенно уникальные решения. У вас есть такие, ну, скажем так, сложно организуемые модели обучения, как кочевое образование, да, кочевые школы. У вас есть коренные малые народности, с которыми организация обучения, диагностики таких детей сложно обеспечивается. Это действительно интересный опыт, который можно проектировать, пакетировать и распространять в дальнейшем на, там, например, арктические регионы, у которых есть тоже труднодоступные территории. Что касается
Тому, чему можем научить мы, безусловно, можем рассказать о современных тенденциях, о новых направлениях работы, о каких-то новых подходах. Но нам приятнее и ближе форма, когда специалисты самостоятельно определяют свой профессиональный запрос, свои отраслевые потребности, и тогда под их запрос, в зависимости от того, что им нужно дать из содержания, с какой категорией детей, мы проектируем индивидуальные программы. Либо сопровождение, либо стажировок, повышение квалификации. Стратегических сессий формат может быть совершенно разным. О чем-то уже удалось договориться с коллегами из Якутии в рамках недели, которая проходит? Сейчас ведутся переговоры относительно сопровождения специалистов, работающих с детьми с расстройствами аутистического спектра. Рассматривается возможность проведения стратегической сессии, по крайней мере, с нашей стороны было такое предложение озвучено. Есть интерес в направлении работы с детьми с нарушениями речи, с тяжелыми нарушениями речи. У вас замечательная новая школа есть, которую мы посетили. И практика коллег, и та среда, в которой они работают, она, конечно, впечатляет. Замечательный опыт. Нам было бы интересно посотрудничать. Интересно также, наверное, несколько поднять на поверхность практики профессиональной ориентации детей. Как происходит профобучение, каких успехов они достигают, в каких условиях. То есть вот такого рода, это пока что предварительно, потому что, безусловно, все требует детализации, уточнения. И здесь не только наше желание или готовность, здесь еще и попытка понять реальный запрос регионального министерства образования, потому что, в принципе, нас пригласили они, все происходит при их непосредственной поддержке. Они прекрасно понимают, оценивают систему, включены полностью в работу, поэтому, наверное, говорить о какой-то конкретике можно будет после договоренностей определенных и проектирования уже самой дорожной карты, по которой мы дальше будем работать. А в целом дорожная карта, она составляется на какой-то определенный срок, учебный год или чуть больше времени? Обычно это шаг от 3 до 5 лет. Потому что это не происходит стремительно, потому что на все требуется время. Но, как правило, если дорожная карта составляется и проходит год или два, появляются какие-то новые идеи, это дополняется, и такой режим работы становится уже более спокойный и без формальности. Это некоторые дружеско-доверительные отношения, в которых мы друг друга слышим. Поэтому здесь нет жесткой рамки. Просто организуется работа, и она идет. Потому что каждый год меняется и госполитика, и какие-то приоритеты, и есть какие-то социальные задачи и вызовы. И это все можно решить быстро, не оформляя при этом дополнительных бумаг. Это всегда по-разному. Что ж, Дарья Андреевна, я благодарю вас, что нашли для нас время, пришли к нам в студию. Будем рады видеть вас снова. Спасибо вам. Всего доброго. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.